В одном из сел Усть-Куломского района этнографы обнаружили старинную рукописную книгу. Ценную находку ученым передали неравнодушно к истории малой родины местные жители. Несмотря на возраст, артефакт сохранился достаточно хорошо. Рукопись отправили в Сыктывкарский государственный университет для обследования и дальнейшего хранения. Здесь исследователи подробно изучили книгу, по почерку и водяным знакам филиграням установили приблизительный возраст. Бумага, на которой рука мастера оставила церковнославянские буквы, изготовлена во Франции в XVI веке, более 400 лет назад. Каждую страницу документа сфотографировали и в электронном виде отправили в столицу России. В Академии наук снимки изучили и подтвердили результаты исследований сыктывкарских археографов-филологов. Эта рукописная книга является псалтырью, который предназначался для богослужебной практики и в том числе использовался для душеполезного чтения. Книга каким-то образом попала на территорию нашей республики. Скорее всего, это не местный книжник, это еще достарообрядческий период. У нас республика старообрядческая, потому что старообрядцы бежали в отдаленные уголки нашей страны. Безусловно, Усыльмский район, Ударский район Республики Коми – это центры, поскольку много рукописей там было действительно создано. А что касается Удары, то на территории Ударского района Республики Коми тоже такое уникальное самобытное явление в плане книгописания, иконописания сложилось. Фольклорист, доктор филологических наук Павел Лимеров родом из Ударского района, села Муфтюга. Он рассказал, что его бабушка и мама были староверами. Павел помнит, как женщины в черных платках и традиционных сарафанах собирались на моления. В его семье всегда были книги, написанные от руки старославянскими буквами. Когда будущему фольклористу исполнилось 12 лет, мама стала учить его чтению на старославянском языке по рукописному азбуковнику. Но по-настоящему культура староверов заинтересовала Павла значительно позже, уже на профессиональном уровне. Тогда мы были молодые еще аспиранты, и у нас и тема-то была в отделе этнографии «Духовная культура народов Северо-Востока». И, в общем-то, мы ничего не знали фактически о религиозных представлениях наших земляков. И вот мы приезжаем на Удару, и нам рассказывают о староверах, о репрессиях против староверов, о скрытниках, которые назывались крывшие или странниках. Мы первую эту экспедицию очень даже путались. Так кто же такие эти скрытники или странники, они же бегуны? Это православные люди, принадлежащие к странническому согласию. А согласие – это одно из течений старообрядцев-беспоповцев, придерживающиеся определенных правил, верований и обрядах. Странники появились во второй половине XVIII века, когда государство несколько смягчило свое отношение к староверам. При Екатерине II старообрядцы получили право выбирать место жительства. Их освободили от пошлины за ношение бороды. Впредь требовалось не притеснять их за веру, а иметь за ними только полицейский надзор. Основатели страннического согласия отвергали связь с государством. Они призывали не платить налоги, не иметь паспортов, не ходить в суд и ничего не иметь с системой, управляемой антихристом. Бегуны считали, что после церковного раскола Русской Православной Церкви в 1666 году миром стал править сатана, и спастись можно только если бежать и странствовать. Раскол был связан с реформой патриарха Никона, которая вносила изменения в богослужебные книги, церковные обряды унифицировались в соответствии с греческими. Противников реформы стали называть старообрядцами. Они были объявлены еретиками и преданы анафеме. Наиболее такой яркий признак – это крестное знамение, когда официально было запрещено двуперстие и вводилось троеперстие. Естественно, я думаю, люди простые, рядовые крестьяне, они далеко не сразу перешли. И, конечно, такие изменения были им не совсем понятны, почему это происходит.
Шло вообще изменение культуры вместе с новой династией Романовской, изменение всех основ жизни русского государства. Главной, я бы характеризующей чертой этого изменения назвал раскол, который произошел между верхами, которые стали жить на западный манер, и низами, огромной массой населения, которая ничего этого не знала и при этом испытывала все возрастающий гнет со стороны государства, модернизирующегося на западный манер. Этот мощный раскол и породил религиозный раскол с его реформами, с исправлениями книг. Тем не менее, книги, написанные по канонам дораскольнического времени, писались и переписывались вплоть до XX века, в том числе и на территории Коми. Одним из таких мест были берега Ударской реки Вашки, а его центром – деревня Верхозерье. Кандидат филологических наук Екатерина Прокуратова защитила кандидатскую диссертацию о книжной традиции старообрядцев Ударского края. Рукописи, которые встречаются на Ударе, в большом количестве переписаны ударскими староверами-странниками. Одним из главных идеологов, родоначальников, наставников странничества на Ударе можно считать Прохора Филипповича Ильина. Он родился в деревне Мовтюге. В 12-летнем возрасте покинул свою родную деревню вместе с отцом, который тоже был странником, и ушел в каргопольские скиты. Наши ударские странники зачастую уходили в каргопольские скиты, где обучались искусству книгописания, иконописания. Каргополь – сегодня небольшой город в Архангельской области, на реке Онеге. Здесь находился центр Каргопольского предела странников-статейников. В 60-х годах XIX века старец Никита Семенов с Ярославщины разработал 19 статей, которые регламентировали жизнь странников. Он ввел строгую иерархию и разделил территории общин на пределы. Сам же стал первым патриархом статейников. Ударские скрытники стали относиться к Каргопольскому пределу. Странники, как, впрочем, и все принадлежащие к старообрядческой вере, не посещали официальные храмы, соборы, и богослужения проводили в обычных крестьянских домах. Когда проводил службу Прохор Филиппович Ильин, народу было так много, что люди не вмещались в помещения и даже стояли в сенях, как пишут. На сегодняшний день сохранилось несколько рукописей, которые были выполнены рукой Прохора Филипповича Ильина. По большей части это книги богослужебной направленности, это ирмологии, служебники, обиходники. Судя по архивным документам, в начале XX века на Ударе числилось около 60 странников. Но этот список был далеко не полный. Всех скрытников учесть было невозможно. Так как на северных территориях России, кроме странников, проживали последователи и других согласий старой веры, таких как новопоморцы, филипповцы, то скрытники вступали с ними в полемику. Они отстаивали свою точку зрения при помощи книг. В университетской коллекции сохранилась полемическая рукопись Прохора Ильина. Он имел такой характерный почерк. Все его рукописные книги и записи выполнены полууставом, то есть это такое традиционное письмо, традиционный почерк. В истории древнерусской книжности известны 3 типа письма. До XIV века было распространено уставное письмо или устав – почерк с четким рисунком букв, которые писались без наклона. Слова почти не сокращались. Это было медленное и торжественное письмо. В XIV веке появляется полуустав. В нем появляется сокращение, наклон. Письмо становится менее торжественным, но более емким. В этом же столетии появилась скоропись. Староверы пользовались традиционным полууставным письмом. По записям Ильина можно судить о его месте в иерархии странников. В Каргопольском собрании библиотеки Академии наук тоже есть рукописи Прохора Филипповича Ильина, и в частности «Послание братьи». Он пишет такое послание и подписывается: «Я удостоверяю, руководитель предела». Он жил в Каргополе в то время, то есть вот он руководил большим пределом. Странники делились на 2 группы. Это истинные староверы, странники, которые вели иноческий образ жизни. Они не имели права заниматься мирскими делами
и не вступали в брак. Истые переписывали книги, писали иконы. Главным их занятием было духовное делание. Но сами себя содержать истинные странники не могли. Вторая группа – это странноприимцы. Они ведут обычный крестьянский образ жизни, они мирские, да, то есть они содержат этих странных, они занимаются всеми мирскими делами, но разделяя вероучение староверов-странников. И в конце жизненного пути такие мирские староверы, они могли быть перекрещиваемы, они принимали странническую веру, то есть становились истинными, то есть уходили из мира. По рассказам, истинные странники или скрытники странствовали, скрываясь от мира. Жить они могли в скитах, маленьких удаленных избушках, либо в обычных крестьянских домах странноприимцев. Хозяева обустраивали в подвальных помещениях для них кельи, содержали их. Некоторые местные жители Навашки до сих пор вспоминают такие дома. У нас в Чупрово бабушка Репсимия была. Она скрывалась дома, типа как вот в подвале, что ли, жила. Она на люди не выходила, и хоронили ее, потом умерла, чтобы не знал никто, где ее могила. Вот мы дом разбирали, и там под полом была изба. Там кровать была, печка была, разбирали вот мы недавно. Я видел такую келью. Спускаешься в подвал, комми дома, они всегда высокие, поэтому под полом там очень много места. А удорские дома еще выше, чем здесь. Здесь может быть 1,5 метра высота, а там 2 метра, наверное, да. И еще если углубиться, да, там очень большие комнаты получались. И вот такая келья, она достаточно объемная, обширная просто. И там жили семьями. И дети, и взрослые. И нормально. Редко выходили на улицу. Странники не зря прятались от мира, так как это согласие было наиболее радикальным, не признающим государственную власть, то они всегда были под наблюдением. За то, что они активно распространяли свою веру, странников часто привлекали к административной и даже уголовной ответственности. Поэтому они всегда были в движении. Как правило, перемещение бегунов было связано с распоряжением руководителя общины. Меняли скрытники не только место своего жительства, но и имена. Единственное, что у них оставалось от мира, это отчество. Поэтому вот мы говорим Прохор Филиппович Ильин, в миру его звали Павел Филиппович Ильин. Он всегда был под прицелом официальных властей, он использовал разные имена, Виноградов, Орлов. Когда его арестовывали, он вот называл эти фамилии, власти не понимали, в конце концов, какой человек перед ними, кто он там, Виноградов, Орлов, Ильин. И возникала такая путаница, они никак не могли понять, что это за человек перед ними. После страннического крещения получали новые имена и другие скрытники. Так известна удорская наставница, книжница Степанида Петровна Коровина в миру стала Ольгой Петровной Коровиной. Она одна из немногих женщин освоила мастерство владения пером. До наших дней сохранилось несколько написанных ею книг. Кроме рукописного текста, артефакты содержат красочные иллюстрации. Облачены они в не менее торжественный переплет. Книги такого большого формата, вот две у нас книги, выполненные рукой Ольги Петровны Коровиной. Это ирмологии нотированные, это для богослужебной практики, для богослужебного пения. И здесь мы видим, кроме текста, еще и ноты, крюки. Крюковая нотация, она была распространена в страннической и в старообрядческой среде, и еще в 20 веке по таким книгам пели. Это поморская стилистика, богатые заставки, рамки в рукописи. Тиснение часто тоже украшали переплеты, тиснение, и вот золотой краской еще покрыто. Книга глаголемая, тут написано. В нижней части мы видим такие вот еще жуковины. Да, тут даже лучше сохранилось благодаря вот этим ножичкам таким, да, чтобы вот книга не на переплет ложилась, а на эти жуковины. Интересно, что для нумерации страниц старославянских книг использовались цифры не римские, не арабские, а кириллические. Оказывается, когда братья Кирилл и Мефодий разрабатывали свою азбуку, за каждой цифрой они закрепили букву. На Руси таким способом чисел пользовались с X века до начала XVIII.
Цифра обозначалась кириллическими буквами, сверху знак титло. То есть R – это 100, N – это 50, G – это 3, 153. Титла – знак, что это цифра. Титла еще означает знак сокращения, потому что если слово часто используется и оно на слуху, ну, допустим, Богородица, напишут не Богородица, Быца, сверху поставят знак сокращения, но все уже знают, что это Богородица. Такие большие книги или фолианты использовались на торжественных мероприятиях. Также они изготовлялись на заказ. Традиционный формат старообрядческих книг, 1/4 долю листа, это наиболее удобный формат. Книги такого размера мы чаще всего встречаем и сейчас. Встречались также и рукописи «малышки». Их удобно было носить с собой в странствиях. Переписывали в них и духовные стихи. Духовные стихи достаточно активно были распространены в страннической структуре. «Время радости настало, я в восторге себя зрю, да мое сердце трепетало, и из очей слезы токи льют. Да прощай весь мир со страстями и со прелестью навек, и со всеми суетами я от вас уже далек». По словам Екатерины Прокуратовой, среди странников были популярны рукописные сборники выписок из других книг на самые разнообразные темы, которые касаются души человека, евангельских истин, заповедей. Такие сборники еще по древнерусской традиции называли духовными цветниками. Их можно сравнить с большой клумбой и растущими на ней красивыми цветами. Это могли быть подборки нравоучительных сочинений византийских и древнерусских христианских писателей, а также разных сюжетных художественных сочинений на жизненные ситуации, которые могли бы произойти с тем или иным человеком. Это могли быть своего рода предостережения, как следует себя вести. Такие произведения можно назвать беллетристикой. Конечно, нам, может быть, покажется, что это не совсем беллетристическое сочинение с точки зрения современного человека, современного читателя, но старообрядцы ориентированы на древнерусскую средневековую культуру, поэтому для них это беллетристика. Это, конечно, пример не содорской традиции, но приведу все, что вам было понятно. У нас есть такой великолепный, великий, известный книжник. В этом году мы отмечали 200 лет со дня его рождения, Иван Степанович Мяндин. Это печорский переписчик. Так он не просто переписывал, он редактировал, он менял сюжетную линию, он вводил новых героев. Местное население ждало появления этих текстов. И вот как мы читаем с вами детективные произведения, так и они следили за судьбой средневековых персонажей. Куда там пошла царица, как ей отрубили руки, как она без рук ухаживала за своими младенцами, как руки приросли, что с ней дальше случилось. Все это интересно было людям того времени. Хотя другие читатели, просвещенные, которые жили в городах, которые получили образование официальное, они, конечно, такую литературу, наверное, читать бы не стали. Но это совершенно другое мировоззрение. Люди не стремились следовать моде, традициям, они сохраняли старые. В домашней библиотеке Павла Лимерова сохранились несколько староверческих книг. Одна из них – «Духовный цветник» с красочными иллюстрациями. Эта книга очень редкая. Перешла к нему от мамы, которая была наставницей в старообрядческой деревне. В свое время цветник принесла матери Павла пожилая женщина перед самой своей кончиной. В рукописи содержится около 120 иллюстраций, почти на каждую выписку. По мнению хозяина книги, автором картины является либо сам Прохор Ильин, либо его ученик Стефан Козырев. Первая иллюстрация, с которой начинается, это здесь человек распятый, это не Иисус Христос, это старовер, распятый на кресте. У него в руках 2 свечи. Это настоящий христианин, ангелы и Иисус Христос смотрят на него сверху. А вокруг креста это дьявол и дьявольские разные создания, которые пытаются его погубить. Бес тот его толкает копьем. Написано на копье там «сойдись с креста». «Сойдись с креста» – это значит «оставь христианскую жизнь». Стилистика иллюстрации этого духовного цветника максимально приближена к иконописи.
Филигранная графика, лики, складки на одеждах придают схожесть с иконами. Каждая иллюстрация имеет свой сюжет, но все они показывают, как устроен духовный мир. Здесь круг земной, это Иисус Христос в круге мира. И пути, которые к Нему ведут, и которые уходят от Него. Есть праведные, которые идут вверх, а есть неправедные, которые спускаются вниз. Примерно так. Но самое мне нравится вот эта вот картина, которая мне напоминает фильм «Ночной дозор». Вначале там столкнулись силы зла и силы света, была у них битва. И вот эта картина как раз показывает силы зла и силы света. Вот тут дьявол, вот тут Христос, и два воинства сражаются друг с другом. Но смысл происходящего в том, что это происходит не где-то там вне, в каком-то другом пространстве. Это происходит все в душе человека самого. Вот цветник об этом. Заканчивается книга иллюстрированными страницами, на которых приводятся отличия между символами старой веры и новой, вплоть до того, как правильно сводить пальцы при крестном знамени. Древние с 2 перстами, а это новые 3 перстами. Есть у Павла Лимерова и староверческая икона, которую благословила и передала ему мама. По мнению специалистов, эта икона написана Прохором Филипповичем Ильиным в начале XX века, но выполнена по старинной технике. Прохор Филиппович обучался иконописи в Ярославских скитах, откуда и пошло распространение страннического согласия. У нас 2 иконы было. Эта икона и Спас. Староверское иконописание тем и отличалось, что оно сохраняло каноны до раскола еще. У нас висела икона дома матери Спас страннического письма Каргопольского. Такой специалист большой в древностях, старообрядческих в том числе, как Гелиан Михайлович Прохоров, приезжал в археографическую экспедицию, останавливался в нашем доме. Он эту икону определял как 17 век. Он думал, что это старинная икона, хотя она написана была где-то в начале 20 века. До такой степени просто было все это филигранно сделано. Москвич Андрей Афанасьев, журналист, исследователь старообрядческой иконописи, неоднократно посещал в экспедициях север России, в том числе и Республику Коми. И в этот раз он оказался проездом в Сыктывкаре во время очередной научной поездки на Печору. Исследователи выделяют иконы ударских странников и считают, что с ними надо обращаться особенно бережно. Об ударских иконах мы говорим о той группе икон, которая выявлена позже. Там стилистика изображений иконописная, я бы сказал, душевный наив. Это многоцветие, это нарядность, праздничность, это, как правило, прочеканенные фоны с золотом, чеканка по золоту. Это все очень красиво и эффектно. Но технологически это не очень стойко, это довольно здорово так осыпаться может от не очень хороших условий. И это то, что можно назвать наивным искусством. Это прекрасные вещи, но вот они немножко стоят на особицу. По яркости, яркость – это не противопоказанная вещь для старообрядческих икон. Но сдержанный колорит и такие темные, строгие тона, что не исключает золото, но золото, символизирующее фаворский свет. Все остальное мягко сдержано. Вот это скорее будет особенностью иконописания старообрядческого здесь, в Коми. Кандидат филологических наук Надежда Степановна Коровина приходится внучатой племянницей, книжнице и наставнице Ольге Петровне Коровиной, родившейся в деревне Верхозерье. Дед Надежды Степановны был родным братом Ольги Петровны. По наследству внучатой племяннице перешла икона, когда-то принадлежавшая скрытнице Ольге Коровиной. Эта икона хранилась в родовом доме моего отца. Мы
привезли эту икону в Косово, когда уже Верхозерье не существовало уже. Икона называется «Воскрешение Христова. Сошествие в ад». И что удивительно, сзади иконы имеется надпись, что эта икона подарена Ольге Петровне Коровиной от иконописца 17-летнего юношу Александра Яблокова. А подарена она была в 1908 году, 5 ноября. Получилось так, что на основе этой надписи исследователи начали свои изыскания. Исследователи считают, что Александр Яблоков – это скрытническое имя Стефана Козырева, ученика Прохора Филипповича Виноградова. Яблоков был не только учеником, но и его племянником, так вспоминали их односельчане. Почему скрытники брали себе такие фруктовые фамилии, так и осталось загадкой. По некоторым сведениям, умер Александр Яблоков в 20 лет. В 1911 году его учитель Прохор Виноградов пережил революцию и ушел из жизни в 1922. Революция 1917 года не сильно изменила отношение странников к власти. Скажем так, оно не изменилось. То есть власть как была антихристова, так она и осталась антихристовой. Просто тут еще сместились акценты. Если раньше церковная и светская власть были антихристовы, то теперь власть была антихристовой и еще и добавила она, что и безбожная. Мое мнение, да, что достаточно долго об удорских странниках в советский период известно не было. Но когда о них узнали, то сразу почти было заведено уголовное дело в НКВД, которое сохранилось тоже в нашем архиве, по крайней мере, отчет об этом деле в партархиве есть. Был 36-37 годы. В это время шла коллективизация активная, а на Удоре в колхозы вступали очень мало. Это связывалось с идеологией старообрядчества, что староверы учили, что вступление в колхоз равносильно, что записываться к дьяволу. Если в деревне Муфтюги или в Чупрово было 120-130 дворов, то в колхозе находилось 2-3, может 4 двора, а остальные были единоличниками. И это, конечно, вызывало негатив со стороны властей. Вот был рейд АГПУ в Чупрово как раз на Пасху. И кто-то выдал, что Ольга Петровна Коровина и староверы другие собрались в Верхозерье и отмечают Пасху, молятся. Нагрянули чекисты и забрали их 11 человек. Считалось, что в престольный праздник работать нельзя, это грех. И не работали, а была уже эпоха колхозов. Если ты не работаешь, значит, ты тунеядец. Почему не работаешь? Да вот у меня праздник. А у тебя праздник, давай-ка мы тебя заберем. Староверов доставили в Пчевскую тюрьму. И в 1937 году Ольга Петровна Коровина была расстреляна. Некоторые из арестованных, по рассказам родственников, погибли голодной, мученической смертью, отказываясь принимать тюремную пищу. Судьба остальных задержанных странников неизвестна, но, скорее всего, тоже сложилась трагично. Боролась власть не только с самими скрытниками, но и с их культурным наследием. Много книг и икон было уничтожено в то время. Старообрядческая иконопись, она же не храмовая. То, что из храмов поступило в музеи, вот оно и есть. А у старообрядцев это были часовни. Причем разоряли их с особенным злорадством в период коллективизации. Их особенно радостно жгли. А люди в домах прятали их в бабьем куте. То есть за печкой, там, где у женщин посуда, что-то такое, там до сих пор такое встречаешь. Оставшиеся иконы и книги странников хранились десятилетиями в закутках деревенских домов. Но наступили 90-е годы прошлого века. Интерес к культуре староверов вырос, а уровень жизни населения упал. Денег не хватало. Потомки, возможно, не понимали ценности унаследованных культурных предметов старой веры. В
с иконами и с книгами страшно творилось на Ударе. За бесценок скупали и книги, и иконы, увозили. Рассказывали, что мешки паковали и увозили. В начале 2000-х в Верхозерье стоял крест. Я еще рисунок сделал этого креста, потому что он стоял в амбаре. Деревянный крест где-то 3 метра, наверное, высотой. Резной крест. История с ним связана такая была, что во время войны из Верхозерья, из деревни, ушли все мужчины на фронт. Зима была суровая, и 42-43 год мужчин не было, и женщины на дрова разобрали часовню, в которой стоял этот крест. А потом, когда война закончилась уже, те женщины, которые оставались там, они собрали амбар вокруг креста. Крест стоял в амбаре. Там приношения были, шали, полотенца, все это на крест буквально вешалось. Так вот, в начале 2000-х годов приехали какие-то ребята, которые собирали, видимо, древности. Они спилили этот крест на машину и увезли. За ними гнались где-то до Коптюги. Они в сторону Архангельской области куда-то убежали. В наши дни от культуры странников-староверов осталось немного памятников. Редкие иконы хранятся у держателей, потомков скрытников. Рукописные книги с дораскольными текстами до сих пор берегутся жителям деревень Ударского района. Это крест, коды круговой праздник. Я выявляю держателей. На сегодняшний день по Чупровской библиотеке, по Чупровскому филиалу у нас 32 держателя. Мы только прослеживаем путь. Это же память. Хранятся такие рукописи в научной библиотеке Сыктывкарского университета, в Институте русской литературы в Санкт-Петербурге и в Каргопольском музее. Деревня Верхозерье, некогда бывшая центром вашкинских книжников-странников, сегодня опустела. Но жители Ударского района еще помнят о своих предках-мастерах пера. Но Ольгу Петровну деревенские жители не забыли. Когда праздновали 400-летие деревни Муфтюга, решили изготовить крест всем репрессированным, в том числе и Ольге Петровне Коровиной. И установили как раз в деревне Верхозерье. Деревни Верхозерье Туев по Коми уже не существует. И этот крест как напоминание всем, что в этой деревне жили очень талантливые люди, и они погибли. В литературном музее Ивана Куратова хранятся 2 старообрядческих рукописи, созданные староверами из рода Рахмановых-Палевых-Матевых. Эти документы поступили в экспозицию музея тоже с Ударского района, из села Пучком, но написаны книги староверами другого согласия. Их передала потомок рода Палева Мария Ивановна в 1965 году. Знаменитый Ударский дневник месяцеслов крестьянского старообрядческого рода Рахмановых-Матевых-Палевых. Это конволют, несколько поколений писцов-книжников Ударской династии его вели. Начинается с XVIII века и заканчивается первой третью XX века. Рукопись написана полууставом. В основном записи в дневнике отражали какие-то природные явления. Выписки там есть из жития Николая Чудотворца, из потеряка о некоем старце. Таблицы пасхалии для исчисления даты Пасхи и лунных фаз. И многочисленные пометы поминального характера. Ударский дневник – это авторское сочинение. На протяжении более 100 лет представители этого рода записывали разные события, которые произошли с ними, с односельчанами, в целом в стране. Лед тронулся 20 числа. Вода была мала. Вторая книга – сборник наставлений по красильному делу Ивана Матева XIX века. В отличие от всех остальных старообрядческих книг, сборник имеет сугубо практическое значение. Рукопись содержит рекомендации о способах окрашивания тканей и кожи красками. Подробные иллюстрации помогают читателю лучше воспринять написанное в учебнике.
Примечательно, что пособие написано на двух языках – русском и зырянском. Несмотря на то, что род Рахмановых, Палевых, Матьевых относился скорее к согласию филипповцев или даже выделился в новое рахмановское согласие, странники все же оказывали на них влияние. Я изучала рукописи Рахмановых, Матьевых, Палевых. Мне вот было странно, почему они вроде как не принадлежали странникам, но в составе нескольких рукописей переписаны именно страннические сочинения. То есть они либо находились уже в XIX веке под обаянием странников, может быть, кто-то уже планировал принять странническое крещение. Такие эпизоды тоже были. То есть странники всегда говорили: вы все отступники, вы уже отошли от веры предков, теперь мы оплот православия. Это как вот концепция Москва, Третий Рим. Сегодня староверов-странников на берегах Вашки уже не встретишь. Помнят теперь о них только немногие люди в возрасте. Гонения и глобализация растворили древнюю культуру. Это такой естественный был процесс. Они исчезли где-то на Ударе, по крайней мере, в 70-е годы 20 века. То есть 1970-е постепенно вот все. То есть, их было очень мало. Несколько женщин, которые проживали в селе Чупрово и в Муфтюге. Они поддерживали контакты с вологодскими странницами. Но, тем не менее, уже некого было крестить. Эти были женщины, те, которые были в молодости еще крещены в странническое согласие, но по той или иной причине вышли в мир, потом они повернулись. Если они родились где-то в начале 20 века, то вот в 70-е годы они ушли, и, соответственно, все. Тем не менее, культурное наследие странников осталось. В текстах, на страницах книг, ликах на иконах. Их старая вера помогла сохранить знания о прошлом. Как на машине времени, историки могут сегодня заглянуть в XVII век и ранее, во времена великих Чети Минеи, митрополита Макария и Святой Троицы Андрея Рублева.